Здравствуйте, дорогие друзья и зрители нашего канала. Мы решили сделать второй канал для приветов из дома, чтобы радовать вас счастливыми историями. Он так и называется «Истории спасения». Приглашаю вас подписаться на него. Ссылка будет в описании под видео. Друзья, а еще мне пришлось недавно спасти из Подмосковья вот эту рыжую, бывшую домашнюю собаку Джесси. После смерти родителей оставался сын, уже взрослый, со своими двумя собаками. Сын вырос, и ему пора идти в армию. А собаки оставались на территории пьющих его же деда и бабки алкоголиков. И вот они запретили приходить внуку даже кормить собак. Парень украдкой через забор кое-как их подкармливал. И вот скоро он уходит в армию. Собаки или умрут от голода, или от них просто избавятся. Обратились соседи, обратились, умоляли помочь, забрать. Но не оставят они в покое этих собак. Они даже к ним не подходят. Они сидят на цепях в конце сада, а бабка с деткой просто всегда пьют. Пьяные не просыхают. Ну как вот не забрать? Одна из них приехала ко мне на кураторство. Вторую собаку забрала другая женщина. Поехала к другим кураторам. Марго. Это моя новая подопечная на моем кураторстве. Марго повезло в жизни дважды. Первый раз ее спасли в месячном возрасте из пинской усыпалки в день усыпления. Ее успели забрать, когда ей был всего лишь 1 или 1,5 месяца. 3 года Марго прожила на передержке, но семья не находилась. У нее был другой куратор. У куратора не стало возможности оплачивать передержку, и она обратилась ко мне. Что с ней делать? Сейчас Марго приехала на мою передержку, подружилась с Джесси, с другими собаками. Мы их начали пиарить, отфотографировали и ищем девочкам, новым моим подопечным, дом. Ну а теперь долгожданные новости о якутских хвостиках. 2 голубоглазая девочка из ППЖ и мальчик Кепка, о которых рассказывали ранее, улетели в Петербург к куратору на ее кураторство. Да, конечно, я сотрудничаю со многими волонтерами. Они из разных городов и всегда откликались на якутскую тему. Когда мы говорим о нескольких тысячах спасенных, вывезенных из Якутска собак, это не значит, что лично я их взяла на кураторство. Многие люди участвуют в этом деле, но все так или иначе проходят через меня. То помощь передержать, то помощь вывести, то помощь в переноске, то встретить, то организовать, то оплатить и так далее. Так вот, в Питер к Зейнаб улетели 2. Собака Кепка. Еще не совсем он оправился. Он истощен, ему оказывается помощь, он карантинится, откармливается, оказывает внимание, и все с ним будет хорошо, я уверена. Друзья, расходы большие. Один вывоз, посмотрите, стоит немалых денег. И в Москву, и в Питер. Но ведь на этом не заканчиваются расходы, а только начинаются эти оплаты. Пожалуйста, помогайте нам, помогайте этим хвостикам несчастным, которых так с трудом мы вытаскиваем из этого ада. Вчера я снова встретила и также 2 из Якутска. Это самоедочка, назвали ее Плюша. И мальчик, которого внучка привела от бабушки и сдала в ППЖ с полиэтиленовым пакетом, как вы помните. Назвали его Тимка.
Посмотрите, какие же они красавцы. Шикарные. Дух аж захватывает от такой красоты. Ты мой хорошенький, ты такой добрый. Ты такой добрый, да, хороший. Какой же ты красивый. Зубки-то какие у тебя молодые. Сейчас я тебя вытащу. Мы ждем машину. И пока ждем машину, я поразговариваю с вами. Как вы перенесли полет? Рассказывайте. У тебя красивые белые реснички. Ты очень хороший. Хороший. Ты такой хороший, красивый и большой. А ты кто? Ты девочка-шамоедка? Просто девочки-шамоедки не давали вылечить. Скажи, что ты большая и толстая. Ой, господи, какой... Ой, какие лапы. Ой, какие... Ты отвернулась. А, ты хочешь познакомиться с Москвой. Ну, я тебя вытащу скоро, не переживай. Какая ты хорошенькая. Большенькая, да? Малыши, ну-ка повернись ко мне. Повернитесь. Ну и так прилетели двое. Двое шикардосных, двое классных, которым нет места в Якутске. Но здесь мы их будем очень-очень сильно любить. Опа, опа, опа. Все, падаем. Потому что ты там шевелишься, значит, ты будешь падать. Все, тогда выезжаем на улицу. Скоро там подъедет у нас машина. Выходи быстрее. Ну, пожалуйста. Вот, молодец. Молодец. Так. Так. Все, стой, малыш. Стой, 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 стой. Пошли, давай, иди сюда. Пошли на травочку. Нет, 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 вот сюда. Я понимаю, что ты пока теряешься. Но очень ты хочешь. Пошли. Травка там. Давай, давай, давай. Вот. Ты что, вообще даже с бордюрчика не можешь, да, сходить? Иди сюда. Вот. Ой, какой же ты смешной. Ступенька. Ой, ступенька-то, боже мой. Малыш, ты что, на ступеньку даже не можешь? Ты даже ступеньку не можешь перешагнуть? Боже, боже мой. Я слышала, что ты по лесенке не можешь ходить. Но тут же только ступенька. Друзья, мы очень нуждаемся в вашей помощи. Работа по спасению не останавливается ни на день. У нас подряд 3 самолета друг за другом в Москву и в Питер. А это значит и оплата перелетов, доставка их по ночам в порты, передержки, одновременно лечение кота и снова очередная химия у Алтая. Далее операция у щенка. У нас постоянно идет активная работа. Одновременно кого-то еще спасаем в Якутске. Кого-то порвали, кого-то спасли, кого-то разместили на передержку, кого-то ловят, обсуждаем спасение. И все это требует, конечно же, денег.